давно живу, поэтому много чем успел позаниматься. Тимур, вы так киваете головой, Не, мне ну- кажется, вам нужно сразу сказать уже. Это очень интересно. Подозревал, что мы на 8-м завалимся. Да? Не знаю, как вам это удается, конечно. Абсолютно верный ответ. Можно воспользоваться подсказкой и упростить задачу. Интеллектуал и эрудит — это немножко разные вещи все-таки. Ну, может быть, в принципе, нет такой цели запутать. Тимур, ваша биография впечатляет разнообразием. Помощник главы, журналист, писатель, публицист. Как вам удается совмещать столь разные направления деятельности? От творческой работы писателя-фантаста до ответственной государственной службы. Ну, как говорится, давно живу, поэтому много чем успел позаниматься в своей жизни. Сейчас это уже в основном какие-то остаточные. Конечно, основную часть времени занимает все-таки государственная служба. Но если остается когда-нибудь свободное время, то для души что-то стараюсь, не знаю, писать или играть в те же самые интеллектуальные игры. Ну и ходить в горы, конечно же. Вот вы, чеченский писатель-фантаст. Отражается ли вот это культурное происхождение в произведениях, в ваших работах? И есть ли какие-то особые темы или послания, которые вы хотите донести? Без этого нельзя, конечно, когда ты пишешь, что должен писать то, о чем ты знаешь хорошо. Это мне, в принципе, совет дал известный вообще такой российский писатель Лукьяненко. Он говорит, пиши то, о чем ты знаешь. И когда он проводил какой-то мастер-класс, я принимал участие, он мне сказал, какую-то деталь подметил, он говорит, вот, говорит, такой, говорит, детали я, говорит, не вижу в рассказах авторов там из других регионов России, допустим, потому что она вот присуща именно Кавказу, видимо, или еще что-то. Вот, поэтому даже если мы, может быть, не транслируем какой-то посыл, даже специально, да, то он невольно все равно через наших героев так или иначе проникает, ну или героев мы преподносим таких, которые мы видим вокруг нас. Поэтому, конечно, хочется и о глобальном мире поговорить, конечно же, когда ты пишешь, тем более, если это фантастика. Ну и хочется, чтобы больше знали, любили нашу родину, Чеченскую Республику, чтобы больше узнавали о ней, пускай даже через вот эту вот фантастическую мысль, среду. Вот в роли помощника главы Чеченской Республики какие ваши основные обязанности или какие проекты вы курируете? Ну, два направления работы основные. С одной стороны, председатель Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества, правам человека. Как раз недавно у нас ротация была, новый состав Совета. Остались какие-то старые члены Совета, были, так сказать, омолодился также состав, обновился. Вот. Опять же, понятно, из названия проистекает защита прав человека плюс развитие институтов гражданского общества, ну, любых в этой связи, по любым направлениям, там, где рука государства не то, что не дотягивается, просто она перепоручает это общественным организациям, какие-то функции, там мы стараемся приложить также и свои усилия. А с другой стороны, как помощник главы, строго, там, ну, есть поручения главы, допустим, которые мы исполняем. Также в образовательной сфере взаимодействия, в сфере нацполитики и так далее. То есть это тоже сфера. Вообще, что является, на ваш взгляд, ключевым в развитии гражданского общества? Ключевым это инициатива снизу. Очень важно, чтобы человек почувствовал, что его деятельность что-то значит, и чтобы он хотел что-то делать. То есть не так, чтобы гражданское общество сверху вытягивали, да, когда человек хочет, любой человек по большому счету социальный, но хочет принести пользу обществу. Ну, если он там не в период своего выживания, условно говоря, там не период сложной ситуации, когда жизнь благополучна, человек хочет принести пользу обществу. И вот этот вот его порыв, так сказать, увидеть, поддержать, мне кажется, это задача государства именно в приложении к тому, как нужно развивать гражданское общество вообще в целом. Хорошо. Исмаил, вот возглавляя общественную палату, какие основные задачи вы ставите перед собой и вашей командой? Ну, основные задачи, которые нам обусловлены именно законодатель, главой Чеченской, это, конечно, развитие института гражданского общества, взаимодействие органов государственной власти с общественными организациями. Но более того, конечно, в последнее время основное усилие у нас на выборы. То есть, вы знаете, общественная палата занимается общественным мониторингом выборов, и на каждом выборных мероприятиях, которое будет в следующем году, у нас будет большое выборное мероприятие, и на это выборы мы занимаемся общественным мониторингом процесса выборов. И занимаемся непосредственно наблюдением. То есть
создается общественный штаб. А более того, у нас в общественной палате создается специальное оборудование видеонаблюдения, где практически с каждого участка приходит информация в режиме реального времени. То есть основная наша задача — это, конечно, выборы, чтобы они были прозрачными, легитимными, и более того, чтобы каждый человек мог зайти, посмотреть, по закону это можно, посмотреть, как идет процесс выборов. Вы еще возглавляете Союз художников. Как вы видите развитие художественной культуры республики? Какие шаги предпринимаются для поддержки молодых художников? Ну, да, я последний год занимаю эту, как бы, очень важную, на мой взгляд, должность в сфере работы творческими людьми. За год сделано очень много. В прошлом году мы отмечали юбилей Союза художников, 85 лет. За год было сделано очень много крупных мероприятий. И буквально сейчас у нас закончилось первое международное биеннале печатной графики, где было 127 участников из 6 стран. Именно вот такие, наверное, международные проекты дают такой импульс для наших молодых художников, чтобы они могли себя сравнить с одной стороны, опять же поделиться опытом и перенять опыт у других художников. Вы еще и каллиграфист. С чем связан интерес к именно такой форме искусства? Но она связана, скорее всего, даже точно могу сказать, что где-то с 8-9 лет я изучал ислам, и где-то потом уже имел возможность учиться в исламском университете более 6 лет, а после этого жизнь меня переключила на более такие светские, политические процессы. И у меня осталась некая такая, можно сказать, такая, наверное, обида на себя, что получил вот такие знания, не имел возможности где-то применить, то есть распространить ислам. И потом, занимаясь каллиграфией, я понял, что именно через каллиграфию можно доносить до людей красоту ислама, красоту Корана. И здесь я еще вспоминаю хадис пророка, алейхиссалату вассалам: лучше из вас тот, кто изучает Коран и обучает ему других. То есть в моем случае каллиграфии, все эти выставки, мастер-классы, все это просто обусловлено тем, что у меня есть такая некая потребность доносить людей красоту Корана. Какой неожиданный ответ на самом деле. Да, на самом деле многие спрашивают, думают, что это искусство. На самом деле в исламе каллиграфия — это наука. То есть это очень разные терминологии, с одной стороны, потому что на Западе это искусство, а в арабских странах, в исламе, это называется именно наукой. Потому что, более того, есть такое понятие, что каллиграфия, именно арабская каллиграфия, включает в себя половину всех знаний. Хорошо. И если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. У нас 10 вопросов, и все эти вопросы про город Грозный. У вас есть еще и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2. Это 50/50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? Я думаю, первые 2, да? Да. Мы тут Друзья друзьям заняты. звонить, да. Я даже знаю, кому можно было позвонить. Первый вопрос звучит так. Какую геометрическую форму имела крепость Грозная? Квадрата, правильного пятиугольника, правильного шестиугольника, параллелограмма? Я отвечу, или ты ответишь, как житель Грозного. Ну, я думаю, нас запишут все равно. Но в любом нашу случае, мне дискуссию. кажется, просто я много на картинках это видел, поэтому очень сложно, наверное, не угадать. Это С правильного шестиугольника. Да, 6 бастионов, 6 сторон. Крепость Грозная – это административный и стратегический центр левого фланга Кавказской линии. Крепость представляла собой правильный шестиугольник, абсолютно верный ответ, окруженный 20-метровым рвом. Каждый угол шестиугольника являлся бастионом, на котором стояли 2 пушки. Второй вопрос. Какое первоначальное название носил бульвар Махмуда Эсамбаева? Дундуковская, Граничная, Михайловская, Александровская? Так, Граничная — это у нас проспект Путина. Александровская — это у нас то, что сейчас Митаева, но и до этого это Первомайская. Михайловская — это то, через что шел пешеходный мост в свое время. Ну, нет, Дундуковская. Вариант. Это одна из первых улиц Грозного. Первоначально она была названа в честь командующего Кавказским военным округом и главноуправляющего гражданской частью на Кавказе Дондукова-Корсакова. В 60-е годы она была переименована в проспект Революции. В 2003 году бульвар был переименован в честь Махмуда Эсамбаева. Абсолютно верный ответ. Есть интересный факт, что на этой улице, там не так далеко от него была стоянка дилижансов, которые отправлялись с Владикавказа в Грозный. Ну, я имею в виду конец 19-го, да, где-то. И было одно сообщение, что на этой улице, что, значит, экипаж, дилижанс провалился, значит, под землю, потому что, ну, в грязь провалился, утонул в луже, короче говоря. То есть настолько, ну, тогда на тот момент еще город Грозный только начинал развиваться, что в центре можно было утонуть в грязи.
Какой рекорд установил торгово-развлекательный центр «Грозный Молл» в 2020 году? Самое большое архитектурное изображение звезды в мире, наиболее посещаемый туристический объект Грозного, самое дорогое коммерческое здание СКФО, самый большой торгово-развлекательный центр России. Ну, мне кажется, это вариант А, самое большое архитектурное изображение звезды в мире. Хотя все варианты, в общем-то, Все можно варианты сказать, подходят, есть. но самое точное, потому что на крыше расположена именно звезда, которая самое большое изображение. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл» официально зарегистрировали в качестве самого большого архитектурного изображения восьмиконечной звезды. Абсолютно верный ответ. Установлен мировой рекорд в 2020 году в День города Грозный. Сертификат в торжественной обстановке выдал главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко. Четвертый вопрос. В честь кого назвали первую столичную мечеть, появившуюся в постсоветский период? Дени Арсанова, Али Митаева, шейха Мансура, Акунта Хаджи Кишиева. Да будет возвышена его святость. Так, Уже сложные вопросы пошли. Постсоветская, первый, да? Да, вариант А, это старый рынок. Думаю, да, и слово. Шейх Мансур Нет. Мятмер. Нет. Шейх Мансура нет. Мне кажется, это мечеть, которая находится в старом рынке, не Арсанова. Тимур, вы считаете, что шейха Мансура? Нет, я сейчас тоже... Просто один из старейших мечетей Идол Дербас, он расположен. Есть еще школа шейха Дени Арсанова, которая находится в Ига. Да, по улице Была ли там, Арсанова нынешней. да, была ли там мечеть, точно, не знаю, тогда была там. Если это постсоветский период. Шейха Мансура у нас в постсоветский период площадь переименовали центральную и аэропорт. Почему-то мне все-таки за Шейха Мансура. Ну, я просто исторически не знаю, где эта мечеть находилась, наверное, поэтому мне сложно это сказать. В этом Изначально у нас в районе 8 марта постсоветский, это же строить. после распада Советского Союза. Но если после распада Советского Союза, то, скорее всего, это шейха Мансура, потому что это был такой национальный патриотический подъем. Скорее всего, да, возможно, это шейх Мансура. Мне тоже кажется, Шейха Мансура. Потому что это как бы и первый имам Кавказа, мы как бы никакого противоречия к стороне Дени Арсан не имеем, но Да. это как первый имам и единственный имам Кавказа, скорее всего, тогда это был бы шейх Мансур. Шейх Мансур, да. Более логично. В начале 1930-х годов в рамках антирелигиозного гонения первая грузинская мечеть была разрушена. После этого в период СССР мечети в Грозном не было долгое время, вплоть до распада страны. И лишь в 90-м году в столице нашей республики началось строительство мечети имени шейха Мансура. Абсолютно верный ответ чеченского национального героя. Построена она была к 1993 году. Пятый вопрос. Кому установлен конный памятник на мемориальном комплексе «Слава» имени Ахмата Хаджи Кадырова? Ханпашину Радилову, Асламбеку Шарипову, Мавлиду Висаитову, Магомеду Узуеву. Тимур, вы так киваете головой. Не, Мне кажется, вам нужно сразу сказать уже. Не, ну мы, конечно, знаем оба ответа на этот вопрос. Конечно, Мавлид Висаитов. Это, ну, по-моему, очень такой известный факт, как мне кажется. Да, тем более мы очень часто посещаем этот музей, и, в принципе, и с гостями, и сами на открытии выставки очень часто бываем, потому что очень сложно было бы даже ошибиться. Конный памятник посвящен герою Советского Союза Мавлиду Висаидову, который в годы Отечественной войны командовал кавалерийским полком и был первым советским офицером, пожавшим руку представителям союзнических войск на реке Эльбе в 1945 году. Шестой вопрос. В каком архитектурном стиле выполнен Грозненский старинный замок? Романском с элементами готики, барокко, рококо, классическом с элементами ренессанса. Я далек от архитектуры, но готики я там не вижу. Какого барокко? Я бы с вариант Д, весьма мнение. Ренессанса. Ну, там и барокко особо нету. Логично, ведь правильный ответ только один. Да. И мне кажется, это классические элементы Ренессанса. Тоже, да, ты думаешь? Да. Берем Или- право на ошибку или отвечаем? Ну, что шестой вопрос. Рискнем, неудобно тратить так рано. Можно же прогореть, если ответить неправильно. Может, лучше воспользоваться подсказкой, если не уверенной. Ну, можно. Ну, пускай право на ошибку, да. Право на ошибку. Право на ошибку и ваш ответ D. Да, да.
Это неверный ответ. Здание Грозненского нефтяного научно-исследовательского института построено в Грозном в 1920-е годы. В архитектуре Грозненского старинного замка имеются Который элементы отмел средневековья, сразу, да. нечто среднее между романским стилем и готической архитектурой. Зубчатые массивные стены и внешний вид здания ближе к романскому стилю архитектуры, конические своды арок, проемы дверей и окон, элементы готики. Благодаря подсказке вы идете дальше. И 7-й вопрос. Как назывались радиоприемники, выпускаемые Грозненским радиотехническим заводом? Я даже Сюрприз и атмосфера, фестиваль дорожный, турист и гала, спидола и селга. У меня был он, по крайней мере, не знаю, был это. У меня тоже, не у меня, а у дедушки, по-моему, у кого-то, у родственника было. Мне этот выпускной подарили в школе его, насколько я Я, помню. я про самое интересное, что там, я помню, мне там было, по-моему, лет 7-8, это еще Советский Союз. Я не понимал, почему там гала, ну, как бы, вроде Советский Союз, и выпустили радиоприемник гала. Вот, поэтому мне было странно, тем более там эта буква единица, которая у нас вместе используем вместо буквы А. И это тоже было очень странно, то есть советский радиоприемник и там такое название. С. Вариант С, да. Грозненский радиотехнический завод был построен в 1959 году и занимал площадь более 20 гектаров. Завод был одним из самых передовых предприятий отрасли в стране. Численность рабочих достигала более 3000 человек. Он выпускал магнитолы, радиоприемники, радио и телепередатчики, например, переносные транзисторные радиоприемники, туристы, гал, абсолютно верный ответ. Продукция завода экспортировалась в десятки стран. 8-й вопрос. Кто из писателей первым побывал в крепости Грозная? Александра Грибоедова, Александра Бестужев, Лев Толстой, Михаил Лермонтов. Так, По вашей активности, Тимур, мне кажется, вы Ну, знаете Толстой, ответ. не, я не знаю, вот именно так, чтобы по дате, понятно, что все они побывали. Это, во-первых, насколько я помню. Вот. Ну, не Лев Толстой, он был позже, конечно. А вот с остальными прям, Прямо беда, да. да. Если бы кто побывал вообще, в принципе, это было бы легче. Вот кто первым из них. Ну, Грибоедов, наверное, проездом был в Персию. И все, он был. Не, была. Нет, я ему зачем через Грозный ехать в Персию? Не, был, и поэтому у нас и улица Грибоедова, и все такое. Лермонтов бывал, он даже что-то такое писал. Александр В Бестужев. этом герой нашего времени. А Бестужев чем знаменит? Этот декабрист, цельный. Значит, где-то в конце 20-х годов. Лермонтов где-то тоже, может быть, не, вряд ли раньше, наверное. Скорее позже. Даже. Он это был когда военным здесь, опять же, тоже. Это, считай, ну, позже, в общем, да, в любом случае. Вот Грибоедов. Так, крепость у нас в 18 году появилась, правильно? Мгм. Ну, я за Грибоедова. Исмаил, что скажет? За Грибоедова. Ну, честно, по Александру Бестужеву я ничего не сказать. Но если по хронологии, то, скорее всего, Грибоедова. Если взять исторически. Ну, вот мне тоже кажется, Грибоедов. Ответ А. Да, Не Грибоедов. знаю, как вам это удается, конечно. Абсолютно верный ответ. Александр Грибоедов начал свое знакомство с Кавказом в нашем крае, став первым русским писателем, посетившим крепость Грозная в 1818 году. Через несколько лет писатель снова побывал в регионе. Литературный критик Виссарион Белинский высоко оценивал влияние Кавказа на создание комедии «Горе от ума», отмечая, цитата, «Грибоедов создал свое горе от ума именно на Кавказе. Дикая и величавая природа этой страны, кипучая жизнь и суровая поэзия ее сынов вдохновили его, оскорбленное человеческое чувство на изображение апатичного, ничтожного круга фамусовых, загорецких, хлистовых, эпитиловых этих карикатур на человеческую природу». Исмаил, вы автор нескольких книг. Вот какие темы являются для вас приоритетами в вашей публицистической деятельности? Ну, конечно, в первую очередь, это Ближний Восток, история Ближнего Востока и, конечно, современные политические процессы очень важны. В принципе, все мои книги, они о истории, новейшей истории. Это последние 20-30 лет. Почему? Потому что я сам очень много бывал на Ближнем Востоке, до сих пор общаюсь и онлайн, иногда офлайн, некоторыми товарищами, которые там проживают и занимаются этой проблемой.
Тимур, вы вообще известный участник интеллектуальных игр и сами организовываете эти игры. Что вас лично привлекает в этих играх? Какую ценность вы видите в проведении этих игр для общества и для самих участников? Ну, прежде всего, это интересно, как мне кажется. Мне, допустим, интересно быть игроком и участником, потому что, ну, каждый раз по-своему. Игрок, ты показываешь свой интеллектуальный уровень, проверяешь каждый раз за разом себя, насколько ты сведущ, так сказать, или вообще ты, насколько ты разбираешься в каких-то вопросах, раз. Плюс, если ты узнаешь что-то новое, понятно, ты лезешь потом в интернет или еще куда-то там, и что-то новое узнаешь, и это, оказывается, с возрастом понимаешь, что получение новых знаний — это прям удовольствие, которое, ну, сравнимо с самыми, мне кажется, лучшими удовольствиями мира. Вот. А когда делаешь для других людей, ну, опять же, все равно интересно, ты как бы делишься, ты же пишешь из себя, от себя, да, что-то, ты поэтому как бы делишься теми накопленным багажом, значит, знаний, которые у тебя есть, и как-то вот это тоже, мне кажется, очень для человеку свойственно, в принципе, делиться с другими людьми, это его функция такая социальная, поэтому вот это мы, так сказать, свою социальную функцию в данном случае исполняем. Тимур, в вашем понимании, кто есть интеллектуал? Ну, надо четко понимать, что интеллектуал и эрудит — это немножко разные вещи. Все-таки эрудит — это тот, кто знает там ответы на самые разные вопросы из самых разных областей знания. Интеллектуал — это чуть шире. Это все равно, что разница между образованным человеком и просвещенным человеком. Да? То есть иметь знания и уметь их использовать, и уметь анализировать. Вот тут, поэтому интеллектуал — это человек, обладающий каким-то багажом знаний, который он может не просто там, как вопрос-ответ, как чат GPT отвечать, да, может из них что-то извлекать, какую-то, и в том числе пользу для себя и там для окружающих людей. Генерировать новые мысли. Исмаил, я бы вас спросил, считаете ли вы себя интеллектуалом, но это не культурно, когда некрасиво. Продолжим игру. Что запрещалось продавать на ярмарках в середине 19 века, которые разворачивались перед крепостью Грозная? Оружие, металл, соль и черемшу, оружие, металл и хлеб, краденые товары. Ну, я плохо помню то время, я понял, ты как... Не знаю, вот что два раза по логике. там, оружие повторяется. Черемшу вряд ли могли Черемшу запретить, навряд да, ли. это, ну, прям вот Ну, никак. я за вариант Д пока что, может, краденые товары. Ну, это как бы вообще, бы да, тоже, ну, хоть 19 век, хоть 20 век. Как можно установить, краденое это или нет? Может, черемшу, потому То что... есть мы против того, что продавались краденые Да, товары, да. ну, как бы вот в этом контексте. Просто продавать оружие, опять же, перед крепостью Грозная. Но в том, что в варианте С повторяется, что оружие, металл и хлеб. Ну, оружием же Но если можно хлеб нельзя продавать, то смысл этой ярмарки вообще, если на ярмарку нельзя продавать хлеб. Да, смотри, ну, Может быть, хлеб-то так. мало выращивали, конечно, если мы... Это ярмарка, я так понимаю, которая с участием горцев, так сказать, происходила. Вот, то есть везли скорее кукурузу, чем хлеб. Но это не значит, что запрещали хлеб, с другой стороны, правильно? Да. Вот, ну, оружейники были, да, знаменитые, там, вот, Сатаров, там. Ну, понимаешь, продавал варианты же. В или металл повторяется снова. Ну, мне кажется, черемша больше для юмора все-таки сюда, Вот. это, так сказать. Ну, понимаешь, вот здесь Учитывая нашу в варианте любовь, как С часто мы металл, если мы собираемся. говорим, что здесь металл, то вариант Б тоже металл. То есть либо, Это либо это в комплекте в запрещалось. комплекте, да, тут. Ну, если стратегически, то С вариант, я думаю. Да, тоже поддерживаю. Ответ С. Что интересно. Абсолютно верный ответ. В январе 1850 года группа уважаемого Горцева обратилась к начальнику левого фланга Кавказской линии. Они попросили организовать ежемесячные трехдневные базары, где горцы могли бы продавать или обменивать свои домашние изделия и продукты. По некоторым данным, ежегодно до 40 тысяч горцев приходили на пограничную линию, чтобы сбыть свою продукцию. Они провозили естественные припасы, шкуры, сукна, ковры. У русских торговцев они покупали промышленные товары, ткани, калмыцкий чай и прочее. При этом торговля оружием, железом и хлебом была запрещена для обеих сторон, так как эти товары считались стратегическими. И как вы думаете, про что будет 10-й финальный вопрос? Масса догадки? вариантов. Масса вариантов. Ну, у нас одна подсказка, да, Осталось, да? да, это 50 на 50. Жалко не 75 на 25. И 10-й финальный вопрос звучит так. Какая сура Корана венчает главный купол мечети сердца Чечни? Первая сура Аль-Фатиха, 35-я сура Фатыр, 86-я сура Ат-Тарик, 112-я сура Аль-Ихляс. Это очень интересно. Ни разу не задумывался. Я тоже не знаю, по логике попытаться.
По логике должна быть сура Аль-Фатиха, По логике, да. потому что это сура, открывающая книгу, она так и называется, открывающая. Учитывая, что это главное Да, главное. мечеть, в принципе, Чеченской республики. Но остальные суры тоже несут в себе очень глубокий смысл, как сура Фатыр или Ат-Тарик. Ат-Тарик. Можно воспользоваться подсказкой и упростить задачу. Ну, я думаю, в любом случае, у нас она есть, надо ее использовать. Да, зря что ли. Да, 50 на 50. Да, давай. да. Уберите два неверных варианта ответов. И у вас остается Б и Д. 35 либо 112. Ну, я кажется, в таком случае сура Аль-Ихляс, потому что эта сура говорит о единобожии. Мне тоже кажется, но мне кажется, тут не зря 10-й вопрос. То, что нам Да. кажется очевидным, Да, все-таки сура Фатыр. да, вот именно из этих соображений. То есть нам логически, Потому что логически Фатира сура показалась, да. Аль-Ихляс, да, Потом логически, да. следующий я шел, думал, я внутри себя я сомневался между двумя этими. Когда отпадает, получается так. Но сложный вопрос, и мне кажется, тут может быть не очевидный Да, мне кажется, в вариант. этом случае Рамзан убрал бы более другие ответы. Чтобы нас запутать. Ну, может быть, в принципе, нет такой цели запутать. Ну, если сура Аль-Ихлас, это очень просто было бы в данном контексте, потому что если сура Аль-Фатиха, не написано, а написано сура Аль-Ихлас, опять же, это очень упрощает, может, когда сура Фатир. Или, может быть, не будем усложнять, так сказать. Опять же. Почему? Ну, если не усложнять, то в таком случае сура В религии же Аль-Ихлас. сказано не усложнять. Да. Если не усложнять, вариант то вариант Д. Почему? Потому что это очень важная сура, она была неспослана, когда именно Всевышний через эту суру говорит, кто он. Ответ Д. Да. Аяты из Корана искусно вплетены в архитектурное убранство мечети. Свод главного купола венчает сура 112 Аль-Ихляс. Очищение веры. Абсолютно верный ответ, который переводится как «Он Аллах единый, Аллах вечный, Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему». Тимур Исмаил, я вас поздравляю вас, вы абсолютные победители. Небольшие подарки от нашего телеканала. Удался, да? Спасибо. Будет пить из кружки «Война». Да, из война будет. Ну, вот это. Ну что, вопросы интересные были. Мне понравились. Были те, которых, так сказать, не были и не знали, которые, да, если Да, не были даже гольфики готовы, просто, в которых не были уверены. Вот это. Ну да, действительно, вопрос был очень интересный, хотя вот пару вопросов, где, несколько вопросов, скажем так, где я точно знал, даже вот последний 10-й вопрос я знал, потому что я часто бываю в этой мечети, последние 10 лет и часто смотрю на потолок, но было очень интересно порассуждать и с Тимуром. И вопрос про оружие, вот, про Да, тоже, да. было, Факт неизвестный. Да, неизвестный, Да. но с другой стороны, он логически, если рассуждать, что это был стратегический. То есть сегодняшняя игра не только на чистые знания, но и на логику в том числе, поэтому мне понравилось. Так как я первый раз на такой игре, действительно очень понравилось. Спасибо за приглашение. Я буду часто соглашаться. Тимур Исмаил, я поздравляю вас. Спасибо, что приняли приглашение и пришли. Горд, что вы победили. Дейлайс Хилшиндала, Реагертия. Я